Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. 5 декабря 2019 года исполняется 25 лет, как был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на ядерное оружие Украина получила гарантии своей безопасности. Кто гарантировал безопасность Украине? Что необходимо предпринимать, чтобы государства-гаранты исполняли положения Будапештского меморандума? Об этом поговорим в 27-м выпуске блога Liberate Crimea. В соответствии с Будапештским меморандумом, Украина получила гарантии своей безопасности в обмен на ядерное разоружение, добровольное уничтожение более 2000 стратегических ядерных боезарядов, которые были унаследованы от Советского Союза, и присоединение Украины к договору как государства, не обладающего ядерным оружием. Согласно Будапештскому меморандуму, государства-гаранты Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также отдельными заявлениями Китайская Народная Республика и Французская Республика в соответствии с принципами заключительного акта Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили свои обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины. И никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Однако, оккупировав автономную республику Крым и юго-восточные регионы Украины, Россия грубо нарушила положение Будапештского меморандума, в значительной мере дестабилизировала ситуацию в Украине и, по сути, разрушила международную систему безопасности. В связи с оккупацией Крыма России в 2014 году в особо сложном положении оказался коренной народ Крыма – крымские татары, в отношении которого проводятся репрессии, открыты уголовные дела, систематически проводятся задержания, обыски и аресты, насильственно исчезают люди. Верховный суд Российской Федерации запретил представительный орган коренного народа Крыма, Меджлис крымско-татарского народа, и назвал его экстремистской организацией. В нарушении 4-й Женевской конвенции страна-оккупант проводит политику замещения населения. По нашим данным, в Крым завезено более 200 тысяч человек из России. При этом из Крыма выехали 40 тысяч человек, которые официально зарегистрировались в компетентных органах Украины как вынужденные переселенцы. Проводится массовый призыв в вооруженные силы Российской Федерации. А если люди отказываются, то в отношении них открывают уголовные производства. Страной-оккупантом активно проводится милитаризация оккупированного Крыма. Предлагаю немного углубиться в историю появления данного меморандума. 23 мая 1992 года Беларусь, Казахстан, Украина и Российская Федерация в качестве правопреемников бывшего Советского Союза приняли на себя обязательства СССР о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений по договору СНВ-1 и вместе с Соединенными Штатами Америки подписали Лиссабонский протокол о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия. После чего было принято решение о проведении в начале декабря 1994 года конференции по разоружению на высшем уровне в Будапеште. На конференции были подписаны важные договора, в том числе о переименовании СБСЕ в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ, ставшую таковой в январе 1995 года, а также знаменитый Будапештский меморандум. Причины появления Будапештского меморандума можно найти в совместном заявлении от 5 декабря 1994 года лидеров, подписавших его стран. Это заявление является составной частью Будапештского меморандума. Итак, как же исполнялся меморандум? Сегодня у нас есть все основания говорить, что началом постсоветского периода российской агрессии против Украины следовало бы считать продолжение вмешательства России в ее внутренние дела после подписания Будапештского меморандума и отсутствие адекватного противодействия российскому вмешательству со стороны США и Великобритании. Ведь несмотря на то, что в 3-м пункте меморандума говорится, что страны-гаранты должны воздержаться от экономического принуждения с целью подчинения своим собственным интересам.
На протяжении всего довоенного периода Россия создавала то газовые, то сырные войны в отношении Украины. Это важный момент, поскольку именно он является первым посылом обесценивания принципов международного права. Также страны-гаранты не смогли добиться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине, которые предусмотрены пунктом 4 меморандума. Страны-гаранты оказались неспособными исполнить свои обязательства, закрепленные в пункте 6 Будапештского меморандума по обеспечению консультирования после начала оккупации России Автономной Республики Крым. Россия разрушила международные режимы ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия. Вряд ли теперь какая-либо страна захочет передать свой ядерный арсенал другой стране под международные гарантии ее суверенитета и территориальной целостности. А США, в свою очередь, потеряли из-за России свой международный авторитет гаранта обеспечения суверенитета и территориальной целостности других стран, а также нераспространения ядерного оружия. В анализе геополитических вопросов важно обращать внимание не на какие-то обусловленные ситуации встречи или заявления политиков, от которых в целом не происходит позитивных изменений, а на их конкретные действия и отношения к исполнению различных международно-правовых и внутригосударственных актов. Без этого понимания невозможна выработка эффективных мер по противостоянию и нейтрализации агрессора. А в преддверии Нормандской встречи хочу напомнить, что согласно пункту 6 Будапештского меморандума необходимо обратиться к государствам-гарантам с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ведь Минские соглашения не могут заменить Будапештский меморандум, тем более договор о нераспространении ядерного оружия. Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. До новых встреч!